Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются бои. Сейчас вот на этой карте видно, как на Береслав все-таки пытается прорваться группировка натовских войск под брендом ВСУ. Причиной отхода союзных сил это, конечно, желание сократить линию фронта и выстроить уже полностью сплошную оборону, а не эпизодическую, как это было на занимаемых рубежах. На данном этапе западные страны против союзных сил используют две основных тактики. Первая заключается в том, чтобы высокомобильными группами завязать бой и прорваться между блоками обороны союзных сил и таким образом попытаться спровоцировать окружение либо отход союзных сил. Вторая тактика заключается в том, чтобы накачать химией различное боевое пушечное мясо и пустить в атаку. А когда уже на это пушечное мясо потратят в основном свой боекомплект подразделения, которые держат оборону, то вот тогда уже идут наемники и с хорошо подготовленной, экипированной, с различной техникой и так далее. То есть таким образом просто вытягивают боекомплект с обороняющихся и пытаются вот в лоб таким образом совершить атаку. Ни для кого не секрет, что сейчас на поле боя в Украине очень активно западные страны используют различную боевую химию, которая очень сильно бьет по здоровью, но тем не менее позволяет бойцам на поле боя там по 3, 4, 5 суток просто даже не спать и быть всегда в бодрой форме. Также эта боевая химия притупляет чувство страха и блокирует болевые ощущения. Отчасти поэтому мы видим на Херсонском направлении, на Харьковском направлении очень большое количество сожженной различной натовской техники, потому что с учетом того, что ее за очень больших количествах сейчас поставляют в Украину, то в принципе это все не жалко, лишь бы был как минимум медийный результат занять несколько поселков. Но с учетом того, что НАТО напрямую не может участвовать в боевых действиях, потому что это чревато ядерной войной, мы видим, что на натовскую технику просто вешают различные украинские флаги, гербы и так далее. Точно так же на заграничных наемников вешают просто, знаете, логотипы различных украинских подразделений, и таким образом ведется прокси-война. С поля боя сейчас приходит очень много различных видео, которые здесь на YouTube я не могу публиковать, потому что тут есть масса ограничений, а в Telegram их нет. Поэтому, друзья, все это публикую я это в Telegram-канале. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также напоминаю, выглядит мой Telegram-канал вот так. Сейчас много делают клонов, и очень важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Но тем временем уже полностью завершена процедура по принятию в состав Российской Федерации 4 новых субъектов. Это Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области на основе референдума. И здесь уже можно окончательно сказать, что все процедуры завершены. С точки зрения Конституции Российской Федерации, то это уже часть Российской Федерации. В интернете ходило очень много спекуляций, что после того, как уже полностью будут приняты в регионы в состав Российской Федерации, то будет изменение статуса спецоперации, вы что-то еще, может контртеррористическую операцию, либо будет выставлен какой-то ультиматум и так далее. Уже по этому поводу разводят по традиции различную зраду о том, что Кремль что-то там не делает или делает на что-то не то. И здесь вот всем вот этим вот тем, кто опять сеет панику, я хочу сказать следующее. На поле боя есть только военная целесообразность. И скорее всего, если с точки зрения военной целесообразности нужно будет поменять статус военной операции в что-то еще, то тогда это сделают. А если нет военной целесообразности, то, конечно, этого не произойдет. Тем не менее, с точки зрения практического изменения статуса 4 украинских областей уже в субъекта Российской Федерации, то можно отметить очень позитивную историю, потому что таможенный контроль, он как таковой исчезает. И не будет для местных жителей и военных различных ограничений по транспортировке грузов и так далее. Также с точки зрения экономики это очень серьезный шаг вперед, потому что по факту в эти регионы уже полностью официально будут заходить инвестиции под планы развития. И уже сейчас звучат сигналы о том, что из этих 4 областей будут делать свободные зоны, и может даже к этим свободным зонам присоединят и Крым. И таким образом очень серьезные налоговые послабления по налогу на прибыль и так далее будут делаться для этих регионов, для того, чтобы как можно быстрее этот регион развивался. Также уже пошел в юридическом плане процесс перерегистрации Запорожской атомной электростанции в юрисдикцию Российской Федерации на российские компании. И такой процесс, я уверен, что будет происходить по всем ключевым объектам энергетической инфраструктуры тех областей.
По этому поводу уже случилась истерика в украинском Энергоатоме, там где заявили, что все это не признают Соединенные Штаты Америки, не признают там в Италии, во Франции и в других странах, но по факту все вот эти истерики на процесс реальный никак не влияют. В последнее время также много сейчас комментариев под моими видео касательно того, какие бы YouTube каналы я мог бы порекомендовать. И здесь я вот уже выбрал тот канал, который точно можно порекомендовать. Это канал называется Метаметрика, выглядит он вот так. Ребята работают в основном в формате интервью, приглашают очень интересных гостей. И вот недавно к ним на огонек условно зашел Захар Прилепин, тот человек, который очень известен в Российской Федерации, за ее пределами. И я уверен, что вам будет интересно также ознакомиться с этим интервью, поэтому ссылку на это интервью я дам в описании и первым комментарием под видео. С учетом того, что события в мире сейчас ускоряются, очень важно мониторить не только там новостную повестку, а и лидеров мнений из разных сфер. И для этого канал Метаметрика прекрасно подходит. А тем временем издание New York Times уже вовсю публикует информацию о том, каким образом же все-таки на практике будет реализовываться вот это ограничение цены на российскую нефть в рамках, знаете, всего мира. И, как оказалось, все вот эти ограничения не будут касаться компаний, которые попадутся в немилость к Соединенным Штатам Америки и Еврокомиссии. И в отношении компаний, которые продают российскую нефть с наценкой, которая будет больше условно установленной цены, то в отношении этих компаний будут в странах, там, в Америке, в Европе возбуждать уголовные дела. Но, как говорится, не на все компании, а только на те, которые попадут в немилость. Потому что часть компаний, конечно же, вся эта история, она не будет на них распространяться, потому что, знаете, все звери равны, но есть какие-то такие, которые всегда более равнее. И это прямо вписано в санкционные пакеты. Понятное дело, такие все нововведения и новшества прямо бьют по всем, в принципе, странам, которые добывают и продают нефть. И в первую очередь это Саудовская Аравия, потому что, естественно, если такие инструменты искусственного понижения цены будут работать, то тогда российская нефть будет условно демпинговать в отношении нефти с Саудовской Аравией и других стран. И поэтому категорически невыгодно Саудовской Аравии, чтобы вот такие инструменты сдерживания цены работали. Именно поэтому Россия с Саудовской Аравией уже в рамках ОПЕК заявила о сокращении добычи нефти для того, чтобы цена пошла вверх. Абсолютно естественное решение, но тем не менее Financial Times и CNN уже прямо заявляют, что в Белом доме самая настоящая истерика, потому что если будет сокращение добычи нефти, то тогда это очень больно ударит по самим Соединенным Штатам Америки, потому что там, как мы знаем, в последнее время просто до космических, знаете, рубежей достигли цены на бензин. А это, как говорится, удар по рейтингу Демократической партии США и лично Байдена. В Соединенных Штатах уже разгоняют вот такую картинку по социальным сетям, и жители Флориды открыто уже говорят о том, что подождите, а как это так? Мы отправляем миллиардами денег в Украину, а последствия, например, урагана во Флориде закрывать нечем. И, собственно, американцы оставлены один на один со своей проблемой, со стихийными бедствиями. И это, конечно, тоже вызывает вопросы к Белому дому. Я думаю, что если все-таки руководству штата Флорида переименовать штат в Украина, тогда больше вероятность того, что жители Флориды, которые пострадали от урагана, хоть каким-то образом им тоже начнут там компенсации платить, там деньги там на восстановление жилья, давать и прочие там выплаты. Ну а тем временем, пока американский народ возмущается тем, почему американцам не помогают, а в Украину отправляют миллиарды и выплачивают зарплату солдатам Зеленского, чиновникам Зеленского, полицаям Зеленского и так далее, то вот Венгрия, несмотря на то, что эта страна достаточно маленькая, все-таки добивается конкретных преференций для себя. И вот мы видим, что уже на Венгрию поставки по трубопроводу и различные там корабельные поставки, они все-таки разрешены, а для других стран ЕС
не сильно разрешены. По сути, сейчас Венгрия является таким форпостом европейской независимости, потому что если мы видим, что Еврокомиссия — это полностью структура подконтрольная Вашингтону, правительство Германии и Франции тоже подконтрольное Вашингтону, то вот через Венгрию, по сути, говорит весь европейский бизнес, который стремится к тому, чтобы его наконец начали защищать, потому что мы видим, что европейские политики их не то чтобы защищают, а наоборот делают все для того, чтобы они просто исчезли, либо переехали вообще с Евросоюза. А тем временем приходят тревожные заявления с французской прессы. Оказывается, за переворотом в Буркина-Фасо, это колония Франции была, сейчас стоит, оказывается, Российская Федерация. И вот уже мы видим, что и Макрон, и его правительство, они очень опечалены этим всем процессом, госпереворотом, потому что если раньше французское посольство там решало абсолютно все, то недавно французское посольство просто сожгли. Чтобы понимать масштаб происходящего в Буркина-Фасо для Франции, то можно представить примерно, чтобы вот в Киеве сожгли посольство Соединенных Штатов Америки. То есть это примерно такая же ситуация, то есть как Франция управляла Буркина-Фасо, так и Америка управляет Украиной. Это я к тому, что противостояние идет не только в Украине между Российской Федерацией и западными странами. В Африке идет оно тоже полным ходом, ну и конечно и в Латинской Америке, и в Азии. Также вот на военной базе в Южной Корее вдруг откуда ни возьмись что-то серьезно взорвалось. И там, где размещались различные американские самолеты в том числе, там сейчас полыхают очень серьезные пожары. А тем временем очень интересные новости приходят в Швеции, потому что, как оказалось, военно-морские силы Швеции и местная полиция, они заблокировали доступ к участкам газопровода Северный поток-1 и 2, для того, чтобы там просто ничего не плавало, кроме тех кораблей, которые согласует вот шведское правительство. Береговая охрана Швеции сообщила, что кораблям, водолазам, рыболовецким судам и подводным аппаратам, даже среди прочего, запрещено приближаться к двум истокам возле Швеции ближе, чем на 9,3 километра. Да-да, вы не ошиблись, именно просто не хотят допустить военные корабли и прочие суда Российской Федерации к местам взрыва на Северном потоке 1 и 2, потому что, как известно, для того, чтобы подорвать эти газопроводы, нужно как минимум было по каждой нитке использовать примерно 1 тонну взрывчатки, потому что там, помимо того, что труба идет, там еще есть такой бетонный кожух вокруг трубы, и для того, чтобы его пробить, нужна очень и очень серьезная сила. Для того, чтобы доставить такое большое количество взрывчатки, нужен какой-то глубоководный подводный аппарат, либо там торпеда, либо еще что-то. И, конечно, части вот этого взрывного устройства сейчас разбросаны по дну возле взрыва. И, конечно, для того, чтобы вот замести улики и следы, то нужно очень серьезное время Штатам и Британии для того, чтобы все-таки, когда и туда допустят российские корабли или различных там исследователей, расследователей, то тогда, чтобы дно моря было чистеньким. Именно поэтому мы видим, как береговая охрана просто, я так полагаю, в течение месяца будет блокировать доступ туда, а когда уже дно полностью почистят, вот тогда пускай все едут и расследуют. А в это время в Британии происходят также интересные события, потому что там, оказывается, трон качается под Лиз Трасс, и уже ее очень скоро могут снять с должности премьер-министра, потому что она провалила, по сути, всю социальную политику, экономику и так далее. И Британия за вот ее период краткосрочный уже очень серьезно с точки зрения экономики пострадала. Британцы недовольны нарастающей инфляцией и повальным ростом цен, а также историческим обвалом финансовых рынков вслед за падением курса фунта стерлингов, который почти сравнялся с долларом. Но это еще не все. Последней каплей стало то, что она снизила налоги на доходы богатых, но отказалась увеличить пособие по безработице. В общем, ставленник олигархов Лиз Трасс четко выполняет команды британской элиты. И с учетом того, что их многомиллиардные счета немножко там, знаете, уменьшились, то для них снизили налоги. Вот такая вот политика Британии и конкретно Лиз Трасс. А тем временем уже Сбербанк запустил бивалютный депозит в юанях и рублях. И это, конечно, очередной шаг для того, чтобы полностью отказаться от доллара и в России, и в Китае. Параллельно с этим, как я и говорил месяца 4-5 назад, уже российские компании вовсю переходят в расчеты с различными другими заграничными поставщиками в криптовалюту. И таким образом нивелируются все вот эти разговоры о санкциях и так далее. То есть мы видим, что российские
российский бизнес просто элементарно проходит все вот эти санкционные ограничения за счет технологий 21 века. А правительство Польши тем временем требует, чтобы западные страны разместили на территории Польши ядерное оружие. То есть мы видим, как польские элиты действуют четко в интересах именно западных стран и, конечно, плюют на интересы своего собственного народа. Потому что если все-таки разместят в Польше ядерное оружие, то первый удар в случае возможного конфликта, он, конечно, прилетит именно по Польше. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Там всегда гораздо больше интересной информации, нежели здесь на ютубе вам можно предоставить. Помните об этом. До скорого.